Вакцинация детей является одной из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний. Прививки защищают не только отдельных людей, но и общество в целом, создавая коллективный иммунитет. Рассмотрим, почему иммунизация от кори, краснухи и паротита так важна. В первую очередь хотелось бы сказать, что это вирусные инфекции, это вакциноуправляемые вирусные инфекции. То есть, если у нас есть коллективный иммунитет, если мы вакцинированы, мы им просто не болеем, и они для нас не опасны. Корь, краснуха и паротит, или как называют ее в народе свинка, это вирусные заболевания, которые могут вызвать серьезные осложнения. Корь может привести к пневмонии и энцефалиту, это воспаление головного мозга, которое сопровождается разрушением нервных тканей и ухудшением работы нервной системы человека, и даже приводит к смертности. Краснуха опасна для беременных женщин, так как может вызвать пороки развития у плода, а паротит может привести к воспалению репродуктивных органов у мальчиков и к менингиту. Вакцинация же помогает предотвратить эти тяжелые последствия. Корь, краснуха и паротит – это инфекционные заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, и их путь заражения именно у нас идет как воздушно-капельный. То есть, к примеру, возьмем ситуацию, у нас дома болеет ребенок, а женщина беременна до 12 недель, то есть это первый триместр беременности у нас получается. И именно в этот период, так как в первый триместр беременности у нас формируется центральная нервная система, сердечно-сосудистая система у плода, и может быть так, что формирование именно ЦНС и сердечно-сосудистой системы, это может дать патологию в плане, так как будет заражение инфекционным заболеванием. То у ребенка могут быть нарушения со зрением, слухом, сердечные нарушения, вплоть даже до того, что хоть и говорят, что у нас аутизм и РАС – это приобретенное, но все равно оно у нас закладывается в генетике. И даже обычный грипп, которым болеет беременная женщина, оно тоже может все это провоцировать. И желательно, чтобы до беременности за 2-3 месяца женщина прививалась корью, если она планирует беременность. Но если она уже беременная, то желательно, чтобы был контакт с врачом-инфекционистом, дальше, чтобы не было самого заражения. Когда достаточное количество людей в обществе привито, создается коллективный иммунитет. Это значит, что даже те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, например, новорожденные или люди с ослабленным иммунитетом, защищены от распространения болезни. Чем больше людей вакцинировано, тем ниже риск вспышек заболеваний. Женщин детородного возраста в основном вакцинация от краснухи очень важна, потому что если женщина во время беременности заболеет краснухой, то, естественно, ребенок может родиться с врожденно-коревой краснухой. А также во время беременности бывает проблема – это выкидыш, гибель плода внутриутробно, и рождаются дети с пороками, которых у женщины не было бы, если она не заболела краснухой. Возбудителем заболевания является вирус кори, который легко распространяется воздушно-капельным путем. Когда инфекционированный человек чихает или кашляет, и кто-то, находясь рядом, вдыхает уже зараженный воздух. Корь также может передаваться при прямом контакте с жидкостями из носа или рта больного человека. В основном болеют дети, они заболевают вакциноуправляемыми заболеваниями, потому что дети практически вакцинацию не получают. Вследствие от своих детей заболевают взрослые от контакта. На данный момент заболевания краснухой, корь и паротит – это вакциноуправляемые заболевания, которые болеет наше население. Сама по себе краснуха протекает выраженная слабость, вялость, субфеврильная температура, общее недомогание, увеличение лимфоузлов – это затылочных и шейных. Появляется клиника ОРВИ, через несколько дней появляется сыпь. Сыпь начинается обычно в основном с лица, мелкоточная популезная сыпь. В течение 21 дня пациент, который заболел корью и краснухой и паротитом, считается инфекционно заразным. Первые 5 суток от сыпи пациент считается наиболее заразным. После того, как в организм проник вирус кори, должно пройти от 8 до 12 дней, пока появятся первые симптомы. Именно столько длится инкубационный период. Инфицированные дети, как правило, заразны в период от 1 до 2 дней до появления симптомов и до 4 дней после появления сыпи. Самый узнаваемый симптом кори – обширные высыпания красными или коричневыми пятнами, но это не единственный признак.
До этого, как появится сыпь, у детей с корью появляются симптомы обычной простуды. Кашель, насморк, повышение температуры и воспаление глаз в виде конъюнктивита. Эти признаки болезни, как правило, усиливаются в течение первых 3 дней после заражения. У некоторых детей инфекция вызывает воспаление легких и крайне редко энцефалит – воспаление мозга. После того, как ребенок был болен 2-3 дня, появляется сыпь в виде мелких шишек, образующих большие сплошные участки красного цвета. Многие мамы думают, верят в распространенный миф, что вакцинация она не защищает ребенка, и так как естественный иммунитет достаточен для защиты организма от этих инфекций. Например, если взять паротит, она приводит к осложнениям, особенно мальчиков, там бесплодие может развиться. И краснуха, она опасна девочкам и женщинам, которые планируют беременность. Патогенетической терапии нет, мы лечим симптоматически. Это постельный режим, мы назначаем щадящую диету, это жидкая и полужидкая пища, витаминный комплекс, витамин D3, омега и витамин С. Также, если есть осложнения, мы назначаем антибиотики. А так, обильное питье это отпаивать водичкой каждые полчаса или каждые 15-20 минут, чтобы предотвратить интоксикацию. Убедитесь, что заразившийся или больной не контактирует с теми, кто, возможно, не был вакцинирован против этих болезней. Если у ребенка повысилась температура и это причиняет ему дискомфорт, дайте ему жаропонижающее. Давайте больному обильное питье. Если при обращении в медицинское учреждение ваш педиатр диагностирует корь, краснуху или паротит, нужно срочно сообщить об этом в детский сад или школу, чтобы персонал принял меры по предотвращению распространения болезни среди других детей и взрослых. Допустим, в организованном коллективе ребенка изолируют, или взрослого изолируют в течение 21 дня. Это инкубационный период должен соблюдаться, то есть против кори, против краснухи и эпидпаратита. После мы пишем предписание в медицинскую организацию, то есть те лица, которые не имеют сведения или же не вакцинированы, их нужно провакцинировать или же ввести иммуноглобулин. В нетяжелых случаях такие заболевания лучше лечить на дому. Больному обеспечивают покой, приглушенное освещение, потому как при конъюнктивите яркий свет вызывает сильную боль в глазах. Рекомендуются антигистаминные препараты. Для профилактики осложнений в глаза закапывают противовоспалительные капли. Взрослый организм, уже ослабленный вирусом, становится более уязвимым для различных патологий. Корь может стать катализатором для развития таких серьезных состояний, как менингит, энцефалит и другие воспалительные процессы, которые могут угрожать не только здоровью, но и жизни. В этом возрасте каждая деталь важна, и игнорирование симптомов может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому так важно быть внимательным к своему здоровью и не забывать о профилактических мерах, таких как вакцинация. Если вы привиты, вы проконтактировали, допустим, с 1, с 2, с 3 детьми, хорошо, вы не заболеете. Если вы привиты, в школе у вас болеет, допустим, в классе 5 человек, вы с ними в постоянном контакте находитесь, иммунитет, даже вакцинированный иммунитет не справляется с таким количеством вирусной нагрузки. Соответственно, да, этот ребенок может заболеть, но у него не будет тех осложнений, которые бывают у невакцинированных детей. У него не будет той, допустим, при коре, какая ужасная лихорадка бывает, которая очень тяжело купируется жаропонижающими средствами. Такого состояния у вакцинированного ребенка, даже если он заболел, не будет. Вакцинация не только защищает здоровье детей, но и экономит ресурсы общества. Лечение серьезных заболеваний требует значительных затрат на медицинские услуги, лекарства и госпитализацию. Профилактика с помощью вакцинации позволяет избежать этих расходов и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это бесплатная иммунизация. Желающий провакцинироваться, будь это взрослый, будь это ребенок, он может обратиться по месту жительства в поликлинику или к терапевту, или к педиатру. Он дальше назначит, какие меры он должен провести и какую вакцинацию он должен провести. То есть это все абсолютно бесплатно, и терапевт, педиатр вас направляют на вакцинацию.
Но если не прививать ребенка от управляемых инфекционных заболеваний, то на сегодняшний день мы наблюдаем серьезные последствия. Вспышки заболеваний, таких как корь, краснуха и паротит, становятся все более частыми, и это может привести к тяжелым осложнениям, как для самих заболевших, так и для окружающих. Без вакцинации дети остаются уязвимыми к инфекциям, которые можно предотвратить. Зачем ставить под угрозу их здоровье и безопасность? Важно помнить, что коллективный иммунитет зависит от того, сколько людей в обществе вакцинировано, и отказ от прививок может привести к возвращению ранее контролируемых болезней. Очень много разных осложнений. Самые банальные осложнения – это, допустим, самые частые осложнения при коре – это ларингит, стеноз гортани. Вы знаете, просыпается ребенок посреди ночи, весь синий, с одышкой, напуганный, с лающим кашлем. И ты смотришь на него, и это очень страшное зрелище для мамы, которая видит это впервые. Да, это одно из легких осложнений, причем для кори. Дальше пневмонии, вирусные пневмонии, они протекают очень тяжело. Помните во времена ковида, как протекали пневмонии? Наподобие примерно такая же картина бывает. То есть постоянно эти дети, многие из них кислород-зависимы. Из-за того, что это вирусная пневмония, она опять-таки не лечится антибиотиками. Проблема в терапии. Если бы она лечилась еще, ладно, но она не лечится, соответственно, маме тяжело, нам тяжело, потому что все, что мы можем делать, это смотреть и наблюдать. То есть мы их кладем, наблюдаем, проводим симптоматическую терапию. Все, но лечить мы ее не можем. Все зависит от организма ребенка. Дальше. Да, допустим, мы заболели корью, без осложнений перенесли ее. Через 5 лет у этого ребенка, который болел корью 5 лет назад, может развиться коревой энцефалит. Это ужасное заболевание, когда здоровый ребенок, который, допустим, ходил в школу, развивался, как и все дети, попадает в больницу непонятно с чем и выходит из этой больницы ребенком, который, допустим, это может быть тяжелое ДЦП. То есть такие неврологические тяжелые осложнения дает нам коревой энцефалит. Самое, если честно, на мой взгляд, очень подлое осложнение кори – это аннулирование иммунитета. То есть если вы привились от всего другого, или вы заболели, допустим, паротитом, коклюшем, перенесли их нормально относительно, и у вас есть к этим инфекциям иммунитет, вы заболели корью, у вас иммунитет аннулировался. Вы повторно можете заболеть теми же инфекциями. Причем не просто аннулирование иммунитета, также после перенесенной кори, может быть, немножко неграмотно так говорить, но наступает иммуносупрессия. То есть это снижение иммунитета, ребенок очень сильно подвержен любым инфекциям, которые бы он, допустим, если бы не заболел корью, он бы просто не заболел этими инфекциями, но у него очень сильно снижен иммунитет, и он может ими заболеть. Родители действительно запутывают социальные сети, где можно встретить множество противоречивых мнений о вакцинации. На платформах часто публикуют как научно обоснованные материалы, так и мифы или недостоверная информация, что создает путаницу. Исторические данные и научные исследования подтверждают, что вакцинация спасает жизни, защищает здоровье не только индивидуумов, но и общества в целом. Благодаря широкому охвату вакцинации удалось значительно сократить заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний. Против кори, краснухи и паротита обеспечивает долгосрочную защиту. Эти вакцины обычно вводятся в раннем детском возрасте и обеспечивают иммунитет на многие годы, а иногда и на всю жизнь. Это позволяет детям расти здоровыми и активными. Если вы заболели корью, осложнение у вас будет гораздо чаще, чем 1 на миллион. Мы встречаем это гораздо чаще. Передаются они воздушно-капельным путем. То есть, я, допустим, болею корью, я дышу, я заражаю воздух, я ушла, этот воздух все еще заражен, этим воздухом дышат другие люди, и особенно корь, индекс контагиозности очень высокий, то есть индекс заразности очень высокий, 97-99%. То есть почти нет шансов у невакцинированного ребенка не заболеть корью. Важно, чтобы родители были информированы о преимуществах прививки. Образование о вакцинации должно начинаться с детства, чтобы развивать понимание важности здоровья и профилактики заболеваний. Так как это вакциноуправляемые инфекции, очень тяжелые, которые несут довольно-таки тяжелые осложнения в себе,
Методов лечения нет, только симптоматическая терапия. В этом и проблема. То есть если бы была какая-то терапия, если бы эти инфекции лечились, зачем нам прививаться? Но мы прививаемся, потому что они не лечатся. Вакцинация детей от управляемых болезней, таких как корь, краснуха и паротит, является важной мерой для защиты их здоровья и здоровья общества в целом. Это не только предотвращает серьезные заболевания, но и способствует созданию безопасной среды для всех. Родители должны активно участвовать в вакцинации своих детей, чтобы обеспечить им лучшее будущее.